Всем привет, с вами я, Вела Валера, и это 30-й день татарстанской кругосветки. В этот день я направлялся уже в сторону дома по степным просторам Алексеевского и Спасского района. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, участвуйте в конкурсе на сотку. Погнали! В этом ролике Алексей Иванович получает сотку. Алексей Иванович, напишите. В этот день я проснулся на берегах реки Волга, в такой вот красоте. Достаточно быстро собрался, благо здесь был и стол, и стул, и все, что нужно для нормального приема пищи и мытья. С этого места я уже направлялся в сторону дома, в Казань. Вон вдали церковь, кстати. Вижу уже. В 1778 году церковь была построена, чудом уцелела на самом деле. 160 лет работала до 1930-х годов. Потом пришел упадок и лишь, по-моему, в 2008 восстановили. И также здесь вот находится захоронение рода Лихачевых. Это две могилы вижу. Скорее всего, начало 19 века. Село Полянки было основано еще при царе Борисе Годунове в живописнейших местах у слияния рек Утки и Волги. В 16 километрах от современного города Булгар. С середины 18 века поселение усадьба переходит под власть представителя московского дворянства Лихачева. И следующие 150 лет эти земли находились под властью Лихачевых. Пока, Полянки. Место красивое, историческое, но дорог тут нет. От слова совсем. Да, вот она, усадьба Владимира Родионова, если я не ошибаюсь. Не думаю, что это простые жилые дома. А дальше, да, в самих Бальмерах, перед въездом, вот это находится. Сюда паломники приезжают. Что, поворачиваю в Три озера. Поверните направо. Раньше здесь до 3500 людей проживало. Ну да, такое аутентичное, конечно, место, русское. Вот одно из озер, Чистое называется. И к нему выходит Христос Воскресненский, по-моему, храм называется. Тоже, как мы видим, постройки где-то 17-го, начала 18 столетия. Там еще вот в той части Атманское озеро, оно самое такое, как сказать, не очень мутное. И здесь же недалеко находится, ну вот сейчас, наверное, проеду, увижу, Безыменное или Курышское озеро, как будто там индюков выращивали, говорят. Ну и вот есть старинные русские дома, все дела. Да, церковь тоже, конечно, отличается. Много таких церквей именно 17-го, начала 18-го не так-то и много здесь. Татарстан имею в виду. Вот видите, какая прекрасная колокольня. А сам храм выглядит поновее. В общем, как-то сюда мне сегодня не очень тяжело идется пока. Ну, блин, 20-ку-то сделал уже по вот такой вот плюс-минус дороге. По асфальту. Да, с Трех озер выехать, это еще та беда оказалась. Вообще дорог нет. 30 километров снова по этой дороге. Я уже по ней столько вчера проехал. Дорога, короче, чтобы спать.
это речка Бездна. По ней проходила граница владений Молостовых. А дальше уже чьи-то другие селения. Это кайф, конечно. Чистополь уже 108 пишет, Казань 172. Казань близко! Хо-хо! Эй, мы снова на трассе! А вон, по-моему, мой поворот, до которого километр еще. Ну, кажется, близко. Вау, даже дождик капает. Не, ну, надеюсь, как в Альметьевске не будет. Здесь все-таки степь. О, круто. Прям круто. Лучше так пусть. Солнца не хочу сегодня. Хочется сказать, что с Тукая вроде как нормальные остановки начались. Вот я понимаю, сесть можно, а то на железный садись, а там нереально сидеть. Это потому что дорогу здесь обновляли. Екатериновки поля, вон и в Ярдеме желтый тоже красивый. А так информации особо никакой нет по селу. Наверное, тоже в 30-х годах 20 века появилось и все. Проезжаю вожжи. Смотрите, как красиво. Поля, желтые поля, горки какие-то, лес кругом. Супер вообще. Ну и вдоль Волги я ухожу немного от нее. И считаю столбы, вот 26-й насчитал. Потому что скучно. Река Сушка. Вот название-то, а. Сушка. Рахимитигас. Войкинское сельское поселение. Первое сельское поселение. А нет. В Алексеевском я так-то поехал Белярское. Потом еще Ярыклинское. И, по-моему, все. Вот это третье, значит. Самый район очень большой, протяженный. Многие сельские поселения в 40-50 километрах от района. Ну, то есть разброс. Ну, тоже сельское хозяйство, тут качалок уже я нигде не встречаю. А то юго-восток, юг, привык так я к ним. КамАЗы эти, обслуживающие нефтесферу. Вот она трасса-то, 300 метров до нее почти. Есть какое-то большое поселение, я, скорее всего, через него поеду сейчас. До базарных мотак всего лишь 26. И тут Альметьевск тоже показывает 200. Алексеевская 29. Заслужил на остановке немного отсидеться. А, ну да, это Левашово. Село называется Левашово. Здесь вот производственный комплекс Красный Восток. Трасса на Самару, как я понял, идет с Казани. Вот, через Алексеевск. Это не Оренбургский тракт. Но я здесь не поеду. Я сейчас как раз объеду Левашово, вон где КамАЗское село. На Белярский тракт, здесь километров 7-10 он. И напрямую на Алексеевский. Вот Левашово. Кстати, живописный просто. И церковь вот такая. Архангельская, по-моему. Видите, что от крыши осталось, сделали новую, но используется. Так тут вон и ФАП есть. То есть медика держит. По сути. Козы, козы.
Вот она сотка. 15 где-то, 15-20. Надо же, сотку сделал. Ну еще как минимум, наверное, 35-40 до точки ночлега с осмотром Алексеевска. Ух, ну и задал я себе сегодня задачку. О. Альт пошел и в ту сторону. Я вот пытаюсь разобраться, куда мне ехать-то. Вон еще подъем. Прям такой языковой. Лю-лю-лю-лю. О, когда же будет Алексеевская? Вот это вот источник воды, оказывается. Там колодец такой, открываешь крышку, зачерпываешь ковшом. Вода стоит холодная такая, прохладная. Уф, напился наконец. Забираюсь в подъем и надеюсь, хоть как-то поеду. Заколебался я плестись, то по полям, то так, то сяк. Тяжело мне. Вот он тракт. Милявский, село Каракуль, церковь, тут несколько озер, современная застройка, вон смотрю, коттеджи. В общем, Михаил, Валер, привет. Привет. Крепкого тебе здоровья, чтобы доехать. Ой, хорошо, вовремя вы, конечно, остановились, и у меня уже сил на исходе тут. Чуть-чуть дальше. Мужество тебе, как сказать, хорошего настроя и третьего дыхания. Дорогу вон поднимает, аж до горизонта идет. Это вот западный Китай, который через Бугульму. Ну и через Казахстан тоже она идет. Вот так вот. Еле как. Еду я. Красиво. Догоню сейчас, думаю, до деревни Вот. доеду. Ничего себе, у меня тут помощники появились прямо перед Алексеевском. Как вас зовут? Алексей. Алексей. Лейтенант ДПС, да? Да. Спасибо. Только помой, Ага. только. Как будто в нужный момент подъезжают люди, останавливаются, поддерживают. Давай, говорит, еще чуть, там вообще спуск уже. Шаурмечный показал. Вообще новый, говорит, только открылась. И все дела. И знаете, силы добавляются. Красивые, конечно, подсолнухи, эстетическое удовольствие создают. Ой, ничего себе. 25. Вот этого я хотел, вот этого. Осталось чуть-чуть, вот церковь уже, я к ней подъезжаю. Алексеевская. Велосипед не устоял. Велосипедисты катаются. Вот фонтаны я также люблю.
И здесь Ленина оставили, причем сделали ему новый нормальный постамент. Видите, как все облагорожено. Тоже некая аллея героев. Ну, допустим, герой со Страдам. Испанова Александра Алексеевна. Лось. Такой вот лось. Лосяж. Все в таком нарядном состоянии. Смотрится отлично. Вечная память воинам-победителям. Все очень хорошо выглядит. Я вот базарные мотайки вспоминаю и это место теперь. Так, ну все, вот алексеевские парни и девушки отдыхают тут у нас около шоу Кебаб Донер в центре. Ребят, ну помашите на камеру. Приезжайте в Алексеевское, вам все тут покажет. Шаурмой накормят. Сегодня приключения, сейчас заехать в магазин надо, все напитков приобрести. С этой стороны каму хочу посмотреть больше. Блин, вода-то теплая. Ну хорошо, вон да, весь народ купается. Красивый закат сегодня, розовый прям. Вау. Мне сейчас на ту сторону как раз, на Сорочьи горы надо попасть. Все, на выезд. Много где заехал. Хорошо посмотрел. Вот, в принципе, и все Алексеевское. Быстро прошел. Мне понравилось. В этот раз еще больше понравилось. Не знаю. Как-то здесь по-свойски тоже. Вот как в Саксупаево. Вроде ничего такого, но нравится. Также с Бугуной. Казань 87. Москва 891. Вон она, красавица Кама. Конечно, нельзя, наверное. Что делать? Нет, проезжали во мне велики. Свет дали, ура! Кама красота вообще. Я вот так вот путешествую. Не знаю, куда деваться. Там очень узко. Фуры гоняет, только здесь. Считай, весь мост вот так ремонтируется. Молодцы. Здрасте. Там можно, да, выехать? Не понял. Нормально. Ну что, красиво. Еще полнолуние практически. Вообще шикарные виды. Ну тут еще 200 метров. Сейчас я поднимусь.